прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Здравствуйте, и в начале главной темы выпуска. Важные вопросы. Рамзан Кадыров встретился с председателем правительства страны Александром Новаком. Федеральный чиновник принял участие в 16-м российско-иранском заседании Постоянной комиссии по сотрудничеству. Лучшее детям. В том краю, в любой страны, ребята не хотят войны. В Исаитовском районе столицы состоялось открытие нового детского сада номер 53 имени Идриса Урузбиева, чеченского бойца, погибшего на Украине. Об условиях и торжественном открытии смотрите в этом выпуске. Итак, начнем с главной новости к этому часу. Рамзан Кадыров провел встречу с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Обсуждали оказание помощи в развитии особой экономической зоны Грозный, объединение комплекса Кизиной-Ам и курорта Ведучи с созданием общей туристической зоны. Что еще стало предметом разговора, расскажет Адам Магомедов. Рамзан Кадыров поблагодарил заместителя председателя правительства России Александра Новака за то, что регион был выбран для проведения 16-го заседания Постоянной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В ответ чиновник выразил признательность за теплый прием и качественную организацию. Он также отметил, что есть новые направления взаимодействия, связанные с субъектом, которые обсудили на совещании. Спасибо, что вы выбрали нашу республику для таких серьезных важных переговоров для Российской Федерации и для Ирана. Ну, у нас мелкие свои вопросы, наш куратор, который курирует. Поэтому, если у вас будет время, то... Конечно. Я готов сколько можно обсуждать, поскольку действительно для меня главная работа. Все, что касается международной деятельности, это у нас такой... получается, дополнительное направление работы. Основное это все-таки наша страна. И я все равно хочу сказать спасибо от всей нашей делегации, от иранской, огромное слова благодарности, конечно, за ту гостеприимство, которое было оказано. Вот, тепло, внимание всей вашей команды, Рамзан Ахматович. Вот. Я до последнего не верил, что у нас будет здесь именно мероприятие, потому что но в целом я считаю это очень хорошо, и мне кажется, для выстраивания с соседями, тем более с Исламской республикой Иран, в настоящее время, это очень хорошо. Есть новые направления, которые тоже обсудили, где можно развивать сотрудничество Чеченской республики с Ираном. Будем все это делать. Ну, и, конечно, по тем вопросам, которые у нас на контроле, у меня особое внимание по вашим вопросам. Председатель правительства субъекта Муслим Хучиев отметил, что Александр Новак всегда идет навстречу руководству региона и оказывает ему большую поддержку. Он попросил взять под контроль масштабный проект «Промышленную и производственную зону Грозный» и помочь с решением нескольких вопросов. Действительно, все обращения не отработаны, описаны, имеют своих адресатов. По зоне, вы знаете, это у нас якорный проект, который мы реализуем, это промышленно-производственная зона города Грозный. Там у нас были определены 3 этапа. По первому этапу в связи с удорожанием материалов и так далее, у нас появилось удорожание на 253 миллиона рублей. В связи с этим было направлено письмо в ваш адрес, но пока источника финансирования мы еще не определили для нас. Вы отписали соответствующую структуру, в том числе Минфину, Минэку, это поручение, но пока вопрос не решен. И просьба, если можно, взять на контроль этот вопрос, потому что для завершения первого этапа, это была сумма на 253 миллиона. Вторым вопросом, если помните, что касается зоны, по поводу энергетической составляющей, там определена была сумма более 1 миллиарда 953 миллиона рублей для того, чтобы подвести электричество соответствующей мощности ППТ города Грозного. И по этому направлению у нас в этом году есть присоединение мощности 3,4 мегаватт
Но это только для этого года. На начало следующего года уже президент, который зашел в трубный поток, ему нужно как минимум 15 мегаватт. А вот по первому этапу столько мощности не предусмотрено. Мы обращались тоже в ваш адрес, как раз, когда встречались в последний раз, с просьбой в этом году начать строительство, если есть возможность, профинансировать строительство подведения электрических мощностей, чтобы уже в следующем году резидент имел возможность подключиться. Еще одной темой на встрече стало расширение туристического комплекса Кизино-Ям. Муслим Хучиев предложил объединить его с Ведучи и создать общую туристическую зону. Уже сейчас на территории объекта реализуются новые проекты. Кизино-Ям — это место очень перспективное. Там как раз с Минспортом мы обсуждали вопросы по, скажем так, возвращению сборных команд России, как и было раньше в советское время. Это была база для сборных по гребле, и сегодня задача такая стоит. Есть договоренность, что там будет размещаться соответствующая база. И там очень хороший рельеф, ландшафт, который позволяет развить и горнолыжный спорт. А для этого мы как раз предложение вышли, чтобы включили Кизино-Ям, это почти 500 гектаров земли, Ведучи, и таким образом это будет единая экономическая зона. Но здесь в Ведучах мы решили вопрос инфраструктуры. За счет государства подводят соответствующую инфраструктуру, делают горнолыжку, а вот там вопрос остался открытым. Хотя вот то, что касается со стороны республики, у нас уже там, основываясь на наше обещание, вот благодаря Рамзану Кадырову, уже там реализуется соответствующий проект по строительству отеля. Тем более, что существующие ходячие места, вот места размещения гостиниц, там не хватает. Кизино-Ям пользуется, испокон веков советского времени пользовался успехом, а если мы еще добьем туда горнолыжку, вот надо как бы с Минэком, если можно, вот этот вопрос очередной проектировать включить. В завершении встречи глава региона вручил Александру Новаку подарки с символикой Чеченской Республики. Да, вот 100 лет мы были здесь. Архивные полностью истории нашего. Это в этом? Да. Да, вот. Спасибо. Ну и здесь и почтовая марка, и достопримечательность. Как ты сказал, через 100 лет, если продать, это будет хорошее. Рамзан Кадыров лично проводил российского чиновника. Александр Новак пообещал решить все вопросы в ближайшее время и пожелал удачи и развития субъекту. Адам Магомедов, Харан Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Заместителя председателя правительства России Александра Новака и гостей из Ирана Рамзан Кадыров встретил лично. Тепло поприветствовав друг друга, они поделились впечатлениями о столице республики, поблагодарив за организацию 16-го пленарного заседания на столь высоком уровне. سلام علیکم. خیلی خیلی خوشحالم. چه راد вас видеть. متقابلا. خیلی مشتاق دیدار بودم. Очень хотел вас видеть. Не был дома, на Украине был дома. نبودم رفته بودم اوکراین. Там шейтан умыли. ما شیطونا رو داریم اونجا بسم посол. Очень рад вас видеть. Как у вас дела? Очень рад вас видеть. خدا رو شکر همه چیز عالی است. Слава Богу. Хорошо, спасибо. Мы очень благодарны вам за خیلی гостеприимство. ممنونیم از مهمان‌نوازی شما. Нормально, там отлично все прошло. همه چیز خیلی خوب برگزار شد. همکاران امروز خاطر نشون دادن که اون جلسه خیلی خوب برگزار شد. Вот, но и очень взаимно. خیلی مهمان‌نوازی، خیلی شما مهمان‌نوازی واقعا ممنون. ممنونیم. В резиденции побывали здесь. شما رفتیم و به حال جلسه خیلی خوب. منم تشکر می‌کنم. شما چه По-другому с вами не должно быть. ما دیگه با شما دو رفته دیگه نمی‌تونیم داشته باشیم. واقعا خیلی من تشکر می‌کنم از مهمان‌نوازی و پذیرایی. شهر خیلی قشنگی Очень красивый город, Грозный, очень красивый. Очень красивый город. Уже за накрытым столом гости в очередной раз отметили, что приятно удивлены увиденным и тем, как субъект смог не только восстановиться за столь короткое время, но и стать процветающим регионом. В свою очередь Рамзан Кадыров отметил, что все не было бы возможным без поддержки Владимиром Путиным, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В ходе встречи была затронута и тема спецоперации на Украине. Глава региона отметил, что идет борьба не только против вооруженных сил НАТО, но и против самой идеологии сатанизма, которую отстаивают нацистские батальоны ВСУ.
президент Путин, он настоящий мужчина, человек слова. То, حرفی что رو که میزنه политические, قولش میده عمل экономические میکنه. вопросы, если это он сказал, то железно. То, что у нас это все там так быстро произошло, это его заслуга, потому что он ручной управлял. Первый мечеть, да, он Советской Чечни, да, он показал ему, хочу построить. Он говорит, не только построй, я помогу тебе, настоящий мужчина. واقعا ایشون مرد واقعی Нам است повезло, да. و من فکر کنم که ما شانس آوردیم که یکم چیزی С ним быть, за ним стоять. Для мусульман, для нас, это, да, мы все должны были сегодня, да, вот, все арабские страны, да, поддержать президента. من فکر کنم که امروز ما مسلمانان و کشورهای عربی بایستی از آقای پوتین حمایت بکنیم потому что это چه از نظر сатанизм. مالی چه از نظر چون واقعا این شیطان Про پرستن эту войну рассказывали, писали, да, это در мورد این پروژه ها قبلا نوشته بودن не میخواستن только اصلا اجرا фашизм, کنن сатанизм. نه تنها Вы انجام بدن. обязаны, да, даже просто так отправлять беспилотников для России, чтобы уничтожать это. و واقعا کار بسیار я بزرگ. вчера تبریک просто میگم به увидел جناب вчера вечером. Я думал, вот столько работы за такой короткий срок. Это я вас искренне поздравляю. Да. نشونه На از самом деле تمدن большое дело اسلامی. сделано. Это символ исламской цивилизации, исламской культуры. Я вас искренне Мы сейчас поздравляю. должны показать эту цивилизацию, да, вот там, да, где проводится من ислам. اتفاق Наше единство, сплоченность, да, мы و там این должны показать. وحدت و انسجام خودمون رو ما بایستی در اونجا به دیگران نشان بدهیم. اسلام وحدت. И вы абсолютно правильно говорите, секрет победы исламского мира – это единство. Единство и консолидация. Это вот секрет нашего успеха. В Грозном прошло 16-е заседание Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Делегацию нашей страны возглавил заместитель председателя правительства России Александр Новак. Выбор в качестве площадки нашей республики для проведения такого мероприятия международного характера говорит об уровне развития региона. Подробнее расскажет Турпал Алитайсумов. В Большом зале уважаемые гости дают старт переговорам. Встреча российской делегации вместе с коллегами из Исламской Республики Иран под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака проходит в широком формате. Здесь обсуждаются самые разные темы сотрудничества между двумя странами. В своей речи вице-премьер отметил их большую важность. По его словам, это обеспечит рост в ряде направлений. Мы посчитали, что за последние 3 месяца в Иране и России при поддержке Торгово-промышленной палаты, Делового совета двух стран, а также Российского экспортного центра и заинтересованных государственных органов состоялось 29 встреч и переговоров по линии российско-иранских деловых кругов. Количество перерастает в качество, и наша совместная работа уже приносит ощутимые результаты. Уверен, что результаты деловых встреч на чеченской земле, и в том числе контакты, которые установило бизнес-сообщество с иранскими деловыми кругами, будут способствовать активному развитию всего Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а значит и всей России. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи рассказал, что проведение пленарного заседания в таком красивом месте, как Чеченская Республика, это двойное приятное событие. Кроме того, он привел некоторые примеры того, какую пользу принесут сегодняшние соглашения сторонам. И мы сегодня подписываем соответствующие документы, которые направлены на реализацию принятых ранее решений. Несомненно, конечно же, надо свои отношения, в частности, в сфере инфраструктуры МТК «Север-Юг», в сфере нефти, энергетики, транзита, также денежно-финансового сотрудничества и также таможенной логистики, с тем, чтобы достичь желаемого уровня торговли между нашими двумя странами. Хотя отношения очень ускоренными темпами развиваются, но тем не менее признаюсь, что это не соответствует нашим потенциальным существующим возможностям. Это требует с тем, чтобы мы прилагали свои еще удвоенные усилия. Еще раз хочу народы правительства Российской Федерации, а также и народ Чеченской Республики, в частности главу Чеченской Республики, а также в частности своего друга, дорогого брата господина Новака выразить признательность. Председатель правительства региона Муслим Хучиев от имени субъекта поблагодарил гостей за визит. Он подчеркнул, что подписание о сотрудничестве повысит уровень многих сфер, к примеру, активизирует предпринимательскую деятельность. Благодаря поддержке руководства Российской Федерации и мерам, принимаемым главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, республика набрала высокие темпы развития, и несмотря на санкционное давление ряда западных государств на нашу страну, Чеченская Республика поддерживает положительную динамику развития по основным макроэкономическим показателям.
В нашем регионе внедряются различные механизмы, позволяющие максимально упростить работу российских и иностранных компаний. Действующее законодательство предусматривает ряд льгот и преференций для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, включая государственные гарантии, льготное налогообложение. Создана также функционирует вся необходимая инфраструктура для поддержки субъектов предпринимательской деятельности. Мы готовы обсуждать имеющиеся инициативы и предложения от иранских компаний по реализации новых и развитию существующих проектов, а также намерены предложить самые оптимальные варианты локализации и сопровождения проекта с предоставлением необходимых государственных гарантий. Уже в присутствии прессы руководители двух делегаций подписали протокол 16-го заседания Постоянной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также меморандум о взаимодействии систем здравоохранения обеих сторон в области регулирования лекарственных средств и медицинских изделий. После подписания соглашений участники встречи обратились к представителям средств массовой информации. Александр Новак отметил прекрасные условия предоставленной площадки для встречи, выразив руководителю региона Рамзану Кадырову слова благодарности. Впервые заседание комиссии проходит в регионе Российской Федерации, в Чеченской Республике. И хотел бы поблагодарить также главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова за приглашение посетить город Грозный и провести здесь наше совместное заседание, что позволит еще больше развить отношения между Россией и Ираном. И уверен, нашим гостям узнать достопримечательности, культуру, ценности Чеченской Республики, развить деловые отношения между Россией и Ираном, между Чеченской Республикой и провинциями Ирана. Кроме того, Новак заявил, что подписанные соглашения о взаимодействии увеличат продуктивность во многих направлениях и отраслях. Отношения России и Ирана находятся на высоком политическом уровне и имеют значительный потенциал развития по всем направлениям сотрудничества. Сегодня мы очень подробно обсудили ключевые направления нашего сотрудничества практически по всем отраслям, и это и области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, промышленности, безусловно, банковской сферы, науки, образования, здравоохранения и многих других. Наш торговый оборот неуклонно растет, и в этом году за 8 месяцев этого года он вырос на 45%. تبادل گردش تجاری دو کشور به صورت فزاینده در حال توسعه و گسترش است و در 8 ماه جاری سال 2022 45% رشد داشت. Поскольку наши страны являются экспортерами основных углеводородов, нефти и газа, то наше сотрудничество основано в первую очередь на других отраслях. Если говорить о торговом обороте, в первую очередь это сельское хозяйство, это строительные материалы, это химическая промышленность, оборудование. Президент нефти Ирана Джавад Оджи поблагодарил за проведение такой важной встречи. Кроме того, по его словам, делегацию очень порадовала возможность осмотреть республику и, в частности, местные достопримечательности. Он также высоко оценил прием главы региона Рамзана Кадырова. Наилучшим же образом было проведено сегодняшнее заседание. И я, и мои коллеги, они очень рады, что побывали в красивом городе в Грозном. Мы вчера видели мечеть пророка. Вы знаете, я побывал в 50-60 странах, я такую большую мечеть на самом деле не видел. Очень красивая мечеть, это нам было очень отрадно. Поэтому всех организаторов искренне благодарен и очень надеюсь, что все те решения, которые были приняты в рамках проведения МПК, они как можно скорее будут приведены в практическую плоскость. По окончанию встречи министр промышленности и энергетики субъекта Хасан Хакимов вместе с помощником главы Чеченской Республики, министром региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым проводили гостей из Ирана. Прежде чем подняться на трап самолета, они пожелали друг другу успехов и плодотворного сотрудничества. Наш регион стал уже полноценным центром проведения встреч международного значения. Обе стороны выразили признательность за организацию мероприятия, которое поспособствовало удовлетворительному итогу заседания двух государств. Турп Лалит Айсумов, Хусейн Мурдаханов, Магомед Басаев, Адам Магомедов и Харон Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В Чеченском драматическом театре имени Ханпаши Нурадилова состоялась встреча руководителя регионального оперативного штаба по проведению спецоперации, председателя парламента Магомеда Даудова с богословами, чиновниками и общественниками. Цели и итоги расскажет Лейла Муртазова.
Основной темой стала специальная военная операция. Участие приняли министры, начальники РОВД, главы, имамы районов и сельских поселений. Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, выступая перед собравшимися, отметил храбрость наших бойцов, находящихся на передовой, а также большой вклад главы республики Рамзана Кадырова в обеспечении подразделений. Призвал присутствующих своим примером демонстрировать готовность выйти на защиту Родины в случае необходимости. هم غير وش عر داخر ور برخ بتا إثبات حرم دعوة دلش عني بتش ديانا سأقول عبله هو وجش ديان يقوش مدو خوش مدو اتنو غير نيمو مسرا شاول والش ديان مسل جاي ديزق أسوا والش ديان مسل جاي تردو قطع وناش ديانا سابو دقو برلمان بلوي برلمان ديان ديبوتاتش بو يشت правительство يو رأون باوش قيدنش إمامش أش تكون ماجد حديثرخ تو أش مداتز أش يتخد وقت عيدا مديز شاشة جايتا ديز أش ديون تأمدي عديون أبزات ناس رازو أجري على بصل بتك ديون دينس ديلس واليقمتك اتون ديون ونماني ما يسوى أتوشا بريمير جويتش خلج وابشي ديكي خلص ديون Муфти Чеченской Республики Салах Хаджимижиев напомнил, что Запад давно пустил свои грязные корни во многие государства и сегодня пытается дойти до нас, осквернить наши ценности и религию. И только Россия способна дать отпор врагу. Это война верующих с сатанизмом. Богослов подчеркнул, что самым большим джихадом считается помощь, оказанная на священном пути. مو غازوة دون الشيء ديردو ديل صلوات سلام عشان ديل الشنا واللي بالخلبول أصحاب شدخن دول غازوة سندز غازوة ديل دوش لق دخن دعاء هر درك دنيا حالات غيرش دول ظلم ظلم دختوخ يقصد حراسية يو شر درك دنيا حالاسنا حق دنيانا ليش بغيرش تعبولنا خشينا قردع بوخ شوخ شين باتسبش أو دنيانا شين لوك ديل دوال شين خيتش خلبولو أو ديل مستخشين دوال دوخش ديل تسين غازوتو. Министр внутренних дел Руслан Алханов добавил, что мы боремся с войсками НАТО, которые прикрываются Украиной и ведут свою игру. Победа неизбежно будет на стороне России, а западные ценности не придут на нашу землю, ведь на защите государства стоят лучшие подразделения страны. Дебюси дочь, сердце, связал, херун тадул зерчан, ахюкшу, шаф вен махара, эт угр, эм ахюл трена, мариу бляхал, тюндюзал банатиги. Тагана, вот дел шаут цвол. Дала молаха, тулам хирбу, тулам байр, двоевечери табердербу, кёртника, ах, шаданш деш. Her bol belçan kuda lastiğiz, mülk ağır lastiğiz da orum oylayında doluştuğunda asıl diyiz koyuyor. Специальная военная операция стала большим шансом для правоверных мусульман, чтобы покончить с аморальной идеологией Запада, которые всячески пытаются осквернить чужую религию и пропагандируют нетрадиционные ценности. Подобное поведение неприемлемо для граждан России. Пока на передовой стоят бойцы, защищая рубежи Родины, руководство региона взяло всю заботу о военнослужащих и их семьях на себя. Созданный оперативный штаб работает, чтобы наши подразделения были обеспечены всем необходимым, начиная от боеприпасов до медикаментов. Лейла Муртазова, Шейх Мансур Малатов, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Сенатор Совета Федерации от Чеченской Республики Сулейман Геремеев и первый заместитель командующего Северокавказским округом войск Нацгвардии России Алибек Делимханов навестили в госпитале раненых чеченских бойцов. Подробнее в следующем сюжете. Поддержка бойцов, временно покинувших строй, это священный долг не только командиров подразделений, но и всех тех, кто неравнодушен к судьбе своей страны. Госпиталь раненых во время спецоперации воинов из Чеченской Республики посетил сенатор Совета Федерации Сулейман Геремеев и первый заместитель командующего Северокавказским округом войск Нацгвардии Алибек Делимханов. Конечно, не с пустыми руками.
ويسيل باتشو واخدش الموضوع عاوز شنو هو شعار كده дополнительно так что лично пожелаешь вопрос отдельно что-то и вопрос решать да так что лечение резду дать и моссу хондон что хатти террорист яқалдона адахкитенду так хуза региональный общественный фонд дон дайтен дон дал алшел дал духяхел ومحكنا ايماني عش مثلا دون اخجادو اذا ويدالو دشك ويتقدم دالو بيش مسيرة تيرا دون سلام ما شاء الله با так قيوي قيش госпиталь كابوچا пятигорский كابوچا на дон سنا تيخيتن أصلاً ويبتشوا رمضان عش تيوا تنتنا دون مصومنا حوزة عشان ويتعلقوا ساعدوا ناش المهات دون ويوتشوات ويبتشوا دون دول ديشتو وفندو وبيرو بريدنت تخل عام حديثات وفندو دون فوقع بوشان ويتاع بوشان خلخان شان يدبجيهم دعدير زوش تمتع بوشان وين مسنا خوبشتو ده العال شوية ويمحنا أيماني عاش ده ساعة دول تعملي وش تكسنا ويبتشي ده نمزح حجي شوق مسرقي ويبتشو شيغر سلام ما شو دالوبا دبجي ده دعني وقعدوا شو مزج شو مسا ده وبديش سونقلا مش ديوش оранж. Бойцы выразили слова благодарности Рамзану Кадырову и руководителю регионального общественного фонда, отметив, что они ни в чем не нуждаются и обеспечены всем необходимым. Выполняется, а не обсуждается. Всех да, Да, дикан звеком боя, eens dik praten is ja. Dat is kijk, wat van echt goed, zo terug house, wat en waar in dit dat je trouwt, door de eerste voor house zoals doe. Hele eentje we ons Sulemu senator bu, deputat bu, полпредствир bu, и моссу хумана, вы почёдан. Дедлин хоуш буйха, но еще раз дона, что экачи шугах дона, что хуля, что лечение резду дать, что ху пожелание что дона, уэлу венусу, что делается дона. Мы должны знать одно, мы воюем за родину, и мы воюем остальным со всем миром. Из эти натовские, не натовские, как можно уграть эти. Называть можно по-разному, да. Вот. Факт, что мы, сатанистами воюем, и иншаллах, по воле Всевышнего, мы Дармула выиграем. И наши ребята, как и вы, сейчас показывают там тот дух, который должен быть у воина, у настоящего мусульманина. Почет нашему, дел мост шум дел дана, ашлирик, ашлиринак, вайн бог яхкам бу, дорчен, эстен, да сидуэл, да лезер баля, тен да муатил, толом вайг абу. После Алибек Делимханов и Сулейман Геремеев провели обход по палатам, обсудив с врачом ход лечения, пожелав пострадавшим защитникам Отечества скорейшего выздоровления. Виш мелдол, шатыги цаллик за проблемы очень. Мелдол на то, что сега. Рамзан цел, ша мелдол, шатыги муссома на то, что делал, да. Цаллик за проблемы от сега. Так, туам был там, глаза аужа вага. يدوي شيء سو عام داجنير أحد وسطه بقوا عند عدوي ده لمقلع وين شو أحسن ميل دون عام داجنير هذا شنو زانين ده
house where they are and other channels they'll get it والله المسألة دي عدو غزة متشاور يزو وين الدكتور وين رابس سندل وين أخما سيل الله أكبر بخ لا صار وين بابو ده أبو طولهم وين أبو ده آمين 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 Жизни и всему остальному здоровью ничего не угрожает. То есть долгое лечение и все, да? Лечение будет, да. Его только в пятницу прооперировали, тяжелая нейрохирургическая операция была. Поэтому вот сейчас он потихонечку будет восстанавливаться. Да. Но он у нас живучий, так что. Да, ну так, слава Богу, что у него все идет по плану. Да. Спасибо вам. Такой, ну, мы просто территориально у нас находится, поэтому да. Хорошо. Двойная курация. Спасибо. Тройная даже. Тройная еще. Да, потому что челюстно-лицевой хирург, нейрохирург основной врач и как офтальмологи мы, потому что глаз тоже задействован с одной стороны. Да. Врачи, среди которых как и местные специалисты, так и чеченские медики используют весь свой профессионализм для скорейшего восстановления парней, делают все возможное и необходимое. К сожалению, борьба с украинскими националистами не обходится без жертв и ранения. Наши бойцы прекрасно это осознают. Но любовь к религии и отчизне превыше всего. Будучи на больничных койках, они стремятся вернуться на передовую к своим однополчанам. Рамзан Абуев, Шейх Мансур Омалатов, Бхарон Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. В Исаидовском районе столицы состоялось открытие нового детского сада номер 53 имени павшего смертью храбрых Идриса Урузбиева. Рассчитан он на 170 воспитанников. Для детей создали качественные и комфортные условия. В торжественном мероприятии приняли участие высокопоставленные чиновники. Слово Медине Мударовой. На церемонию открытия детского сада номер 53 прибыли местные жители, а также высокопоставленные лица. Со словами приветствия к собравшимся обратился председатель Комитета правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию Адам Черхигов. В самом постоянно развивающемся городе, где наблюдается стабильный прирост населения, организация дополнительных дошкольных мест является необходимостью. Сегодня нас переполняют противоречивые чувства. Чувство радости по случаю открытия и чувство скорби по павшим сражениям на Украине бойцам. Идрис Урузбиев героически погиб, выполняя свой воинский долг и защищая мирных жителей Украины. Указом президента Российской Федерации он награжден орденом мужества посмертно. Память о таких героях будет жить в сердцах людей. الوقت بار سون نرزادك حيلن قل دخ صوت خراد از تاش تان سدنیا شالازی چی یوال اچ یوخصو شاچق قیلر شی فوگزیچ الهروال شی اتو گوش شاشی ناو استه بیتن امور Затем Хадижат Кадырова передала семье Идриса Урузбиева материальную помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат Хаджи Кадырова Далгазат Обалдолцин под руководством Аймани Несиевны передает материальную помощь семье Урузбиева Идриса. Самые маленькие гости выступили со стихами, посвященными храбрым воинам, защищающим нашу страну. В любом краю, в любой страны ребята не хотят войны. Им жизнь вступать придется скоро. Им нужен мир, а не война. Детям погибшего сотрудника Хадижат Кадырова также вручила подарки. Начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Кадырова Хадижат Рамзановна хотела бы вручить подарки детям погибшего Идриса Урузбиева, Мухаммаду, Умару и Айше. Собравшиеся прочитали дуа, разрезали красную ленту и осмотрели здание. Гости выразили восхищение его благоустройством и оснащением. Новые игрушки, кроватки и уютная обстановка. В таких замечательных условиях малыши будут уже в скором времени. Сам садик оснащен современным оборудованием и включает в себя пищеблок, просторные группы, спальни, актовые и тренажерные залы. На территории есть 7 беседок для занятий на свежем воздухе и игровые площадки. Все расходы взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Хадижат Рамзановна, Хуна Дерис, Хилшунар Садик, Хайяларна, Дукнах Барак, Кстатюш,
Во все времена среди чеченского народа были сыны, которые любой ценой отстаивали высокое имя чеченца. Именно таким и являлся Урузбиев. Теперь, воспитываясь в детском саду имени погибшего солдата, у детей будет наглядный пример патриота. Это уже 4-й детский сад, открытый в честь сотрудников, отдавших свои жизни за благополучие и мир на родной земле. Количество подобных объектов, оснащенных всем необходимым, стремительно растет. Сам детский сад рассчитан на 140 мест по 7 групп. Возведен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Новое здание существенно разгрузит остальные дошкольные учреждения и позволит воспитанникам развиваться во всех направлениях. Медина Мударова, Шахмансур Умалатов, Вести, Чеченская Республика. В канун Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации провело в Республиканском доме печати мероприятия. В рамках фестиваля продемонстрировали национальные блюда, предметы быта, музыкальные инструменты. Амина Тупилагова об уникальности культур народов. Холл Дома печати заполнен оживленными разговорами на различных языках народов республики. На столах изобилие национальных блюд. Таким образом, чествуют День народного единства, который в регионе является одним из любимых праздников. Хочется особо отметить то, что последние несколько лет именно в плане того, что оказывается регулярная помощь национальным культурным центрам, все изменилось, то есть в лучшую сторону. Они уже воспряли духом, они сегодня готовы поехать, принимать участие в разного вида фестивалях, не только в Чеченской Республике, но и в регионах Российской Федерации постоянно выезжают, принимают участие. Пользуясь случаем, действительно хотел бы поблагодарить главу Чеченской Республики и Аймани Несиевну, президента регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, за ту постоянную помощь и поддержку, которую они оказывают национальным культурным центрам. Нагайцы, турки-месхетинцы, кумыки, аварцы, татары, а также русские и казачьи культурные центры принимают активное участие в масштабных праздниках региона. Со своей стороны руководство субъекта поддерживает все их начинания, предоставляя условия для сохранения самобытности и культурных ценностей. Есть такая возможность повстречаться всем национальностям, где мы можем представить свои костюмы, свои традиции показать, свою кухню, блюда, пообщаться, повеселиться. Это о чем говорит? Что все-таки в нашей республике придается большое значение тому, чтобы мы жили в дружбе, в единстве, в братстве. Никаких различий не было. В рамках фестиваля помимо яств были продемонстрированы предметы быта, музыкальные инструменты, поделки и украшения. Ну а дальше отличившиеся сотрудники в сфере национальной политики были поощрены от профильного министерства. Праздничный концерт, конечно же, стал кульминацией мероприятия, а главным украшением являются все эти люди, которые в понятие народного единства вложили частичку себя. Чеченская республика – Дом дружбы. Это и название Республиканского фестиваля культуры и искусств народов, населяющих субъект, и девиз внутренней политики, который является основой мирного сосуществования огромного количества людей различных национальностей и вероисповедания на одной территории. Амина Тупилагова, Аслан Ахматов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Министр культуры посетил отчетный концерт творческого коллектива Аргунского дворца культуры. Айшат Кадырова смотрела работы юных учеников. Ребята показали свой уровень подготовки, представив вокал и хореографию. Уже по традиции министра передала 1 миллион рублей на нужды учреждения. Медина Мударова с места событий. Отчетный концерт всегда прекрасное и волнительное событие. К нему воспитанники готовятся со всей ответственностью. Ну а чтобы поддержать учащихся и работников Аргунского ДК, прибыла министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова. Затем перед гостями выступил детский ансамбль национальных танцев. Они показали хорошую подготовку и безупречно отточенные движения. В ходе осмотра Айшат Кадыровой подарили картину из керамогипса. Гости уже заняли свои места, и вот концерт начинается. Творческие коллективы представили музыкальные, инструментальные и хореографические номера. Программа концерта получилась яркой и насыщенной. Мероприятие приурочено к столетию государственности Чеченской Республики.
В ходе концерта гостям также показали короткометражный фильм про бесстрашного сына чеченского народа Зелимхана Харачоевского. Горбатого только пуля исправит. В завершение Айшат Кадырова передала 1 миллион рублей от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова для укрепления материально-технической базы учреждения, а также музыкальные инструменты от себя лично. Затем министр культуры наградила отличившихся сотрудников ведомственными наградами. Почетной грамотой Министерства культуры Чеченской Республики награждается Хатуев Бекхан Аднанович, балетмейстер муниципального учреждения города Аргун. Аргунский дворец культуры – место, где собрались одни из лучших представителей творчества региона для того, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Также вниманию гостей Дом культуры представляет выставку работ воспитанников, где воплощено творчество на любой вкус. Это поделки, картины, живопись, вышивка и даже резьба по керамогипсу. Резьбой Муслим Дамашев занимается еще с детства. За все годы творчества в его ассортименте собралось немало работ. Это как изображение цветов, так и чеченские иероглифы. Керамогипс материал. Ни для кого не секрет, что Айшат Рамзановна всегда уделяет особое внимание как детям, так и взрослым, создавая все благоприятные условия. На сегодняшний день городской округ город Аргун 100% выполнил, благодаря министру культуры, 100% выполнил этот объем. То есть построено 4 совершенно новых библиотек от фонда Кадырова. Хочу еще раз поблагодарить нашего министра культуры. Надеемся, что вот этот стимул, который мы сейчас взяли, он будет до конца у нас. Курс по возрождению культуры региона под руководством самого молодого министра в стране поможет сохранить и приумножить традиции, чтобы подрастающее поколение не только знало их, но и бережно чтило. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.